Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Хочу затронуть тему, которая сегодня происходит на территории Палестины и Израиля. И хочу мировое сообщество призвать, чтобы хотя бы в жизни один раз справедливо отнеслись в этих ситуациях. 50 лет назад было то же самое там. Особенно хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмешались, создали коалицию и призвали своих друзей, европейцев, Запад, чтобы они не бомбили города, где живут мирные жители. Они знают, что там не находятся боевики. Просто чтобы напугать, они взрывают, убивают. А Запад, Европа подтягивает свои силы для того, чтобы уничтожить Палестину. А что мы делаем? Мы даже молиться боимся. Мы даже сказать слово боимся. Где вы, мусульмане, которые в Сирии воевали, мы смелые друг другом воевать, смелые, друг другу угрожать, а боимся, за своих сказать слово. Поэтому бойтесь Всевышнего, скажите правду. Скажите правду скажите слово. Хотя бы словом поддержите ситуацию. Мы полностью поддерживаем действия Палестины, потому что их земли забрали в свое время Израиль и держат их в изоляции. Нет у них свободы слова. И сегодня я против войны. И призываю всех, чтобы остановили эту войну, для того, чтобы война не разошлась по всему миру. Эта война просто так в Израиле или Палестине не закончится. Я еще раз призываю исламских, мусульманских, арабских стран, чтобы они совместно сделали заявление и сказали слово за наших мусульман, за наших братьев. Я один раз был в Израиле и поехал на священное место. С нами были сопровождающие, и нас остановили и так провоцировали, чтобы мы что-то сделали для того, чтобы там сейчас поднять шум. Но мы подождали. Нам главная цель наша была попасть в святыню, помолиться в мечети Алякс и вернуться домой. Да, Палестина нам помог построить мечеть, дали разрешение. Сегодня не знаю, кто туда попали, снаряд или осколки, но мечеть повреждена. Я прошу обеих сторон, чтобы этот мечеть не трогали. И не трогали мечеть Алякс. Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну. Или нас отправить туда, как миротворцев. Мы определим, и мы остановим их, кто не прав, кто прав, определим и остановим тех, кто продолжает воевать. Да здравствует справедливость, Аллаху Акбар. Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Хочу затронуть тему, которая сегодня происходит на территории Палестины и Израиля. И хочу мировое сообщество призвать,
чтобы хотя бы в жизни, Дон, один раз справедливо отнеслись в этих ситуациях. 50 лет назад было то же самое там. Особенно хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмешались, создали коалицию и призвали своих друзей, европейцев, Запад, чтобы они не бомбили города, где живут мирные жители. Они знают, что там не находятся боевики, просто чтобы напугать, они взрывают, убивают, а Запад, Европа подтягивает свои силы для того, чтобы уничтожить Палестину. А что мы делаем? Мы даже молиться боимся. Мы даже сказать слово боимся. Где вы, мусульмане, которые в Сирии воевали, мы смелые друг другом воевать. Смелые, друг другу угрожать. А боимся, за своих сказать слово. Поэтому бойтесь Всевышнего. Скажите правду. Скажите правду скажите слово. Хотя бы словом поддержите ситуацию. Мы полностью поддерживаем действия Палестины, потому что их земли забрали в свое время Израиль. И держат их в изоляции. Нет у них свободы слова. И сегодня я против войны и призываю всех, чтобы остановили эту войну для того, чтобы война не разошлась по всему миру. Эта война просто так в Израиле или Палестине не закончится. Я еще раз призываю исламских, мусульманских, арабских стран, чтобы они совместно сделали заявление и сказали слово за наших мусульман, за наших братьев. Я один раз был в Израиле и поехал на священное место. С нами были сопровождающие, и нас остановили и так провоцировали, чтобы мы что-то сделали для того, чтобы там сейчас поднять шум. Но мы подождали. Нам главная цель наша была попасть в святыню, помолиться в мечети, Алякс, и вернуться домой. Да, Палестина